Всем здравствуйте! Сегодня я приступила к посадке петунии. Ой, как я давно не снимала вообще видео. Себя-то я вообще не снимала. В общем, вот так я выгляжу на своем канале. По-моему, нету моего видео. Вот, меня зовут Карина. И сегодня у нас 23 февраля 2024 года. Я понакупила себе земельки. В общем, развела тут вот такие уже штучки. Вермикулит, торфа. Называются брикеты вот эти торфяные. И один брикет у меня. И земли взяла какой-то очень хороший. В отличие от этих терра, как это называется же, там вот одни палки у меня вечно попадаются. В общем, я замесила сюда все. В одном большом пакете все перемешала. 2 пакета вермикулита такие большие. И марганцовку сюда добавила. Маленький пакетик, но я прям вот посыпала вот так вот. Ну, не знаю, мне кажется, все равно эффект какой-то будет. Вот. А теперь, что я хочу показать свои семена. Поехали. Вот. Купила вот такую Джаконду F1, Джаконда красная. Итальянские сорта и гибриды написано. Фирма не знаю, тут похоже на Феррари какой-то, да, но это не то. В общем, это красненькая. Цветом красная. Что она? Каскадная. Потом вот такую Джаконду взяла F1. Тоже она каскадная. Синяя. Взяла петунью гибридную Софистика Blackberry and Lime Green. И белые цветы, и такие, в общем, контрастная смесь пишут. Мощный, густоветвистый куст. Цветет обильно с июня по октябрь. Ну, в общем, такая какая-то прикольная. Я верю в нее. Я видела такую петунью у нас в Якутске. Поэтому решила тоже посадить. Вот эти виды петунии у меня будут в горшках стоять по периметру двора моего. У меня частный дом. Я хочу в горшках посадить на заваленке, чтобы у меня стояли длинные горшки, примерно метровые. В них будет по 2 растения. Для этого я взяла, чтобы там все было пышно, обильно, ампельную петунью, которая будет расти из горшков и не спадать вниз по всей вот этой заваленке. Вот взяла себе петуния ампельная Purple Velvet F1, красотка. Ампельная лавина белая, тоже мне очень нравится. И взяла Shockwave Denim F1 петуния ампельная. Ну, в каком-то таком последовательности они будут в горшках стоять. Я не знаю, но тут если, наверное, по 5 семечек, то, наверное, у меня там, я не знаю, 2 горшка одного цвета будет. Ну, не горшка, а вот такие длинные ящики. Вот. Я думаю, что это будет очень красиво. Вообще, 2-й год я связываюсь с петунией. 1-й год я в том году попробовала вообще первый раз в жизни это сделать, потому что мне никогда, от слова вообще никогда не получалось вырастить петунию. Она у меня постоянно погибала. Ну, как постоянно? Я раза 3-4 пробовала, и все. И на этом, как бы, после неудачных попыток у меня все желание отпало полностью. Вот. И в том году у меня, на удивление, получилось. Но от недостаточности опыта, там, да, хотя информации очень много в интернете, но тем не менее, слушаешь тут, потом это все внутри, вернее, в голове это все мешается. Для какого сорта, что нужно, как это нужно, где прищипывать, а куда отщипывать. Ну, в общем, информации мега много, и поэтому от неопытности я загубила сама лично растения. Ну, что выжили у меня сильнейшие. Я их посадила, они просто дали такой обильный цвет. Даже на этапе, когда у него были еще, сидели в стаканчиках, да, я уже оттуда
делала черенки и просто уже вообще в комнатные растения там вот так вот запихивала их там, да, вот эти череночки. Никаких там обработок не делала марганцем, чем-то там обеззараживать, ничего я не делала, ни ножницы там обеззараживать. Я просто вот так вот прищипывала пальцами, отщипывала и садила. То есть у меня очень много было разных черенков. Ну, то есть, но высадила я это. У меня, слава богу, все зацвело. Я не скажу, что у меня были там богато урожайные какие-то вот такие огромные ампельные там или там шапки вот этих каскадов, да. Нет, такого у меня не было. Были буйно растущие такие, да. Но вот желаемого, что заявленного там производителя у меня не было. Ну, по своей ошибке, по моей, вернее, ошибке, потому что у меня земля мега тяжелая, мега твердая. Вот когда трещины же есть на земле, это вот моя земля такая. Ну, и я просто вот туда садила, там чем-то размешала, там что-то там добавила, где-то вермикулит, но это все как-то все равно в период цветения это все дубело, это все, ну, короче, растения молодцы. Не знаю, с чего они решили в тот год меня порадовать. Вроде я делала все то же самое. И у меня были такие буйные растения в горшках. Но не более. Вот этого вот вау-эффекта у меня вообще не было. Буду пробовать в этом году. Вот. Надеюсь, что у меня получится. Этот ролик снимаю по своим петуниям. Вот сейчас буду высаживать петунью, да? Первую. Я вообще не понимаю, вот это что такое в земле? Вот я не знаю, может быть, это какой-то что за этот, но у меня от неэстетичности вот этого внешнего вида вот этой вот волосни у меня прям вообще аж тошнит. Кстати, вот тут вот у этой джаконды красной, вот тут указано, цветок диаметром 6 сантиметров. Что, серьезно, 6 сантиметров? Ну да, такой нормальный, ага. Вот. Вот он, этот бутылечек. И там раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Прям бонус какой-то. 7 семян. Я решила в один горшочек садить один. Раньше я так делала. Раньше, в том году первый раз. Делала, тут разметки ставила, что где. А сейчас у меня этих много штук, контейнеров. Поэтому этих 7 я посажу сюда. Пускай они тут растут. Главное не потерять их. Вот. 7 штук. Дай, пожалуйста, этот зубочистку. Зубочистку. Где они? Что такое лицо делаешь? Вот там. Я снимаю. Или, может быть, они у нас кончились. Есть? Ладно, нету. Все, давай. Я так посажу. Есть, да? Ну, поставь. Ладно, я уже так начала. Раз. Два. Так, сделаем 2. 3, 4, 5, 6. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. Все. 7 сделала. Сейчас нужно будет их же залить из этого пульверизатора, чтобы вот эти все гранулы растворились. Теперь нужно эти гранулы все размочить. У меня вот такой пульверизатор, ну, это из какой-то воды там, да, и вот с какого-то средства я его сделала. Ну, в общем, не стала запариваться, там, покупать новые. Вот, сейчас я эти гранулы
разморчу, но они от воды почему-то прямо туда внутрь уходят. Так должно быть. По-любому. Что, Миша, хочешь? Смотришь, как я сделаю? Ага. Вот. Переключаем насадку и смачиваем полностью все. Достань, пожалуйста, вот эту вот, как она называется-то, пленку. Сейчас это все закрою пленкой. Встреч. Да. Вот. А это что, последнее? Нет, там их море. Там их море. Что, мне кажется, надо еще маленько побрызгать. А, нет, я сейчас не буду закрывать. Я сейчас сначала приклею, вернее, вот эту штучку сюда. Обозначение это. Вот, важную информацию, чтобы не срезать. Что мне тут важно? Такое ощущение, как будто мне все важно. Вот так вот я ее приделаю. Вообще-то вот это тоже мне не важно. Мне главное высадка. Миша, у нас скотч есть? Кого? Скотч есть у нас? Не материться. Вот он мне дал так, нате. Типа его много. Ой, я не могу найти. А, вот все нашла. 4 глаза не видит. Вот все. Красота. Так, а теперь мы закрываем пленкой. В эти полиэтиленовые пакеты или же? А, ну да, кстати, там же можно будет и этот. Дай пакетик тогда. Угу. Поехали дальше. В общем, Миша умненький у меня вообще. Просто я тоже видела видео. Кто-то пленкой накрывает, и я для себя сохранила там тоже по посадке петунии. Делают вот так в пакетике. Чем это хорошо? Ну, я, конечно, проверю сейчас. Там сказано, чем это хорошо. То есть пакетик закрыли, а когда нужно, открыли пакетик, проветрили вот такой тепличкой. Получается. Вот я сейчас воспользуюсь, благодаря тому, что мне Миша напомнил, этим способом. И буду делать так все. Вот на той стороне у меня вся важная информация есть. Но она, в принципе, везде одинаковая, поэтому первый сорт я посадила. Так, ну вот я посадила ампельные 3 у меня и каскадные 3. Вот так я сделала это все. И очень удобно, реально, вот, что вспомнили, что это очень удобно, как вовремя вспомнили перед тем, как пленкой пищевой закрыть, что при надобности можно дать проветриться. Ну, то есть вот таким образом. Вот так будет проветриваться, когда зайдут семена.
Вот.